Саид Магомед участвует в Машуке 6-й раз. Свой проект представлял уверенно и без волнения. Всего эксперты форума рекомендовали к поддержке 11 проектов на общую сумму более 4,5 миллионов рублей. Нам земляк выиграл грант в 450 тысяч рублей. Мой проект направлен на профилактику и развитие у молодежи осознанной неприязни к наркотическим веществам путем снятия короткометражного такого мини-сериала, который мы планируем в последующем уже и презентовать в кинотеатре нашем Назрановском, и публиковать в различных интернет-источниках, таких как YouTube, Instagram и так далее. Целый багаж знаний, опыта и впечатлений. Так отзывается о форуме парень. И неспроста. В этом году Машук поменял формат. Сейчас здесь больше акцентируют внимание на образовательной программе. С утра до ночи участники слушают лекции, посещают мастерские, устанавливают арт-объекты и не только. Мы делали в мастерской, именно на форуме, мы снимали короткометражный такой фильм на 4 минуты. Это был диалог адвоката и обвиняемого, маньяк был. Сняли очень хорошо, отсняли буквально за пару часов, все были в восторге, некоторые даже плакали. То есть, есть опыт, есть какие-то знания в этом деле. Чуть-чуть жестковато, конечно, с масками, с режимом, но это обоснованно, конечно, так и должно быть. Я согласен с этим. Очень интересные образовательные программы, очень интересные люди там собрались, тренера наши, которые там были, тоже есть откуда черпать знания. Несмотря на то, что форум «Машук Северокавказский», в этом году в нем принимали участие представители со всей страны, тем самым увеличив конкуренцию. От Ингушетии поехало 7 человек, не считая руководителя делегации. Ребята представили 4 проекта. В силу того, что львиная доля участников второй смены – это новички, первопроходцы, им необходимо было более тщательно подготовиться, раскрыть потенциал своего проекта. Они уже в дальнейшем могут рассчитывать на другие конкурсы, уже будут уже с опытом, знать, как оформлять проект и расписывать свою идею уже с требованием Росмолодежи. Всего факультет лидеров развития, так называется вторая смена, включает 3 мастерские: малые города и села, туризм, история и образование. К слову, на прошлой смене наши ребята тоже приехали, защитив проект на сумму 300 тысяч рублей. Комитет молодежи за все время проведения форума всячески содействует участникам. Очное обучение, помогали им оформить свою заявку, также регистрируются на новой платформе ВАИС Молодежь за несколько дней до отъезда. На третью смену у нас 4 проекта по спорту, также медиа и профилактика коррупции и добровольчества. А 27 октября отправилась 3-я смена в составе 8 человек вместе с руководителем делегации. Факультет большого будущего. Он включает в себя такие мастерские, как технологии и дизайн, новые медиа и добрососедство в новом мире. Участники вернутся 31 октября. Комитет по делам молодежи уже провел с ними работу, помогли с документацией и разбили по направлениям. Хава Газикова, Магомед Даскиев. Новости 24.